Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях у таежников. И моя мастерица Антонина Артемовна Дмитриева. Она занимается тем древним шитьем, которому научилась у своих предков, у своих родителей, у своей мамы, у своей бабушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы шьем и что вы покажете нашим телезрителям? Сегодня я буду показывать шкуру оленей. Кусочками мы шьем кумалан. Ух ты, кумалан. Это у нас ивенкийский коврик, да? Да, вон киский коврик. Оленина шкура. Какой формы эти коврики бывают? Они бывают разные. Квадратные, круглые, удлиненные. Четырехугольные. Ага, четырехугольные. Это вот имеет какое-то прямо значение, чтобы именно вот ваши предки именно шили какие? Четырехугольные или какой формы? Четырехугольные в основном. В основном, а почему четырехугольные? Потому что они на лень сопрягают, как это будет. В общем, это укрывный, стелят. скажем так, да, укрывной материал, да? Ага. Покрывают им, это вот цель такая у кумалана. Ну и плюс еще Палатки сидеть стелят. можно. Ага, палатки стелят. Угу. Какими нитками вы шьете? Я шью вот этот жил олениный, оленя. Так, это вот сума, да, Суму, по-ивенкийски называется? вот какие-то сумму. Так. Это вот из жил оленя, представляете, нитки? И вы сами прямо их делаете, Да, сами делаем. То есть это ремесло, оно вот у ивенков не пропало никуда, оно все-таки продолжается? Да, продолжается. Мгм. Вы учите своих вот, ну, может быть, дочка, если есть, или там своих вот племянниц, родственниц, девочек? Вот Дочку этому учу, ремеслу? Мгм. как делать. Дочке сколько лет? Ага, дочке лет 34 лет. 34 года. Да, да. Она продолжает ваше занятие, Ремесло. Ага. традиционное ивенкийское. Ага. А вот что олицетворяет именно четырехугольник? Я вот слышала раньше, что у ивенков вообще вся семейная история, она запечатлена, скажем так, зафиксирована, зашита, вшита вот в этот кумалан. Это правда? Да, правда это. История семьи, история рода. Представляете, дорогие друзья? То есть весь орнамент, все узоры, они изображаются на кумалане. Но этот кумалан же особый, да, на нем нельзя сидеть, наверное. У нас такие обычаи тоже бывают, да, нельзя сидеть. На таком кумалане Да, именно, да? ага, специально стелят гостям, например. То есть показать. Да, показать гостям. Мгм. То есть показать, где ваши пастбища, сколько оленей, да, или что-то. Какая информация там сокрыта вот в этом коврике обычно? Ну, коврики, это, наверное, квадраты у нас. Ага. И как и палатка, наверное, как квадратом идет. Так. И обычаи тоже. Мгм. В основном обычаи бывают, где хозяйка сидит. Вот, например, хозяйка сидит с этой стороны, квадрат. Так. С другой стороны, а с другой стороны гости садятся. Мгм. А в середине садится хозяин и почетные гости у нас. Мгм. А где находится то место священное, где нельзя женщинам вообще ходить? Женщинам нельзя сидеть посередине. Мгм. Это малу называется, Малу, да? малу называется, только мужчины садятся. Мгм. А почему так? Потому что это оберегает и духов, чтобы женщина не топтала, чтобы у мужчин было удачи у них На охоте. на охоте. Ага. Женщина, если обойдется, удача у них пропадает у мужчин. Вот они. В основном они по бокам садятся. То есть женщины. Вот так вот, дорогие друзья, место свое ивенкийская женщина должна знать очень хорошо. То есть на малу она не должна садиться, потому что действительно в каждой ивенкийской семье от мужчины, от его удачливости зависит вообще достаток семьи, да? Да, да, ведь? да, да. Ага. Ну а хранительница очага, хозяюшка, она должна обязательно быть обучена с детства вот всем тем ремеслам, рукоделию, которое передается от поколения к поколению. Да? Да, Вот, ага. в частности, вот шитье кумаланов. Но еще помимо того, что вот такого ритуального значения, ну, скажем так, сакрального, да, кумаланы еще имеют чисто такое бытовое, практическое значение. Ими покрывают всевозможные суммы, да, в эти суммы закладываются и продукты, и одежда. И все это вот когда загружают на транспортные сани, при перекочевках все это укрывается, покрывается вот этими кумаланами. Поэтому кумаланы у южных ивенков, они имеют прямоугольную форму, как правило. Но сейчас я вижу, у вас он круглый. Это какое-то современное веяние или с чем это связано? Это круглое, наверное, солнце у нас. Круг делается.
солнцу. То есть вы у других южных ивенков взяли вот эту вот, ну скажем, моду, да? Да, да. Потому что, оказывается, мода есть у ивенков тоже и, вот, понимаете, на кумаланы, да? Да. То есть у нас раньше же ведь были Удлиненные, да. четырехугольные, да. Ага. А вот сейчас вы освоили именно вот что в форме круга. Ага. Посмотрите, вот, друзья, с помощью ниток, вот здесь вот нитки, но здесь вы использовали еще обычные Да, нитки, обычные да, я вижу? нитки. Ага, белые Ага. нити. При том, как вы кроите, это материал из чего это? Это вот какая Это часть? материал лапы Лапы оленя, да? оленя. Мгм. Ага. Вверху, который остается у Так, нас. это после шитья, Унтов. выкройки унтов. Ага, да. Все идет в дело, как Ага. говорится. И Ну, уже как- используется как вот... Кумаланы делаем. Как выкраивается эта выкройка? Вот куда должен мех смотреть? Мех смотрит сюда, да? Ну, наружу. Да, да, наружу. От центра... Центр вверх Если, должен быть. допустим, Да, кто-то да. возьмется кроить, ну, мало ли, потому что у нас ведь нет человека, который не носит унты в Якутии. Мы все носим унты. И вообще вся северная часть России, в общем-то, многие предпочитают зимой носить, конечно, унты, ну, вместе с валенками. Вот. Поэтому, когда остаются вот остатки от оленьих Олень. лап и камусов, из которых изготавливается эта легкая, замечательная, теплая обувь, очень экологичная, очень, ну, просто вот с древних времен она используется, и до сих пор она не утратила своей актуальности. Вот. И когда остаются остатки от Да. использования лап, да, они идут все На поделке. на поделки, Ага. именно И в частности на создание вот ковриков. Ага. Вот этот коврик куда будет предназначен? Ну, коврик будет предназначен, наверное, будем по этого, как детский кумаланчик будет у нас. Детский. То есть Ага. ребятишки будут Ребятишки сидеть, будут играть, сидеть, да, да, на играть, нем? да. Он очень теплый, Да, совершенно. И в тайге он совершенно это незаменимая вещь, потому что, ну, как мы знаем, что Якутия это край суровых морозов. И, конечно, от земли идет в общем, холод, да. А олень, и вот мех оленя, он не позволяет этому холоду проникать, ну, в общем, в жилище, скажем так, вот, ивенка. Да, и раньше-то наши же тоже такими пользовались шкурами, кумаланами стелили. Это у вас шкатулка, как Вот называется это эта апса, шкатулка? апса. Это овса. Ага. По-венкийски это вот шкатулка для рукоделия. Да. Ну вот здесь внутри видно уже как бы, здесь органайзер такой современный, скажем так, да? Пластиковый. Но нити, посмотрите, Нитка. это вот совершенно древняя технология, очень, да, которая передается из поколения в поколение. Расскажите, из чего их изготавливают? Вот эти жилы готовятся, где находится у нас сзади, где позвоночник оленя. Надо ее аккуратно разделать, потом ее сушим. Когда высохнет она, и начинаем мы разделим их, и начинаем их нитки делать. Нитки делаем тонкие. Сучить. Сучим, да, вот, ага, одну сторону так, а вторую наоборот. Когда мы соединяем, уже вместе соединяем. Двойной, чтобы она получилась крепкий, да, двойной, ага. А вот чем они отличаются, вот эти вот нитки, допустим, от современных ниток? Раньше же не было нитки Ниток капроновые, ага. Вот наши родители шили сумму, нитки делали себе. И всегда пользовались этими нитками сумму. Имеют преимущества какие-то перед вот теми же капроновыми нитками? Или все-таки они уже уступают по прочности, Ну, по популярности? Ну, сейчас в основном шьют же у нас капроновые уже нитки стали шить. То есть это проще, Да, да? прочные, да. Эти стороны, эти наши прочнее. Сума это прочнее. Ага, вот, представляете, вот она, вот эта вот нить сума. Они короткие получаются, да? Ага, И вы короткие. делаете как бы... Если короткие, мы их удлиняем все равно, добавляем, чтобы она чуть-чуть подлиннее была. Вот эти, видишь, короткие. Короткие, то есть Ага, каждая ага. ниточка, она прям на весу, Да. да? И то есть вот если, допустим, изделия унты сшитые вот такими нитками, или вот кумаланы, то есть они имеют гораздо большую прочность, чем, допустим, изделия, шитые из капроновых ниток. Да, да. С помощью Ага, капроновых. ага. Капроновых или там, ну, обычных хлопчатобумажных, тем более, да? Да, ниток. да, а эти прочнее. Так, а из каких частей еще шьют вот эти кумаланы? То есть это из лап, мы сказали, вы вот вырезали, а еще из чего? Допустим, вот этот кумаланчик. А вот же это у не нас лапки? пыжик.
Пыжик. Так, Ага. Пыжик это ребенок. Ребенок, олененок, ага, вот тоже используемся. Тоже круглый сшила я с бисером. Ага. То есть это уже, наверное, не как вот посидеть на нем, видимо, нельзя. Они как сувенир идет. Как сувенир, и это как украшение, ну, допустим, настенное. Первую я делаю выкройку на бумаге, а потом начинаю эти подбирать Мгм. Нужные кусочки. нужные кусочки. Чтобы они совпадали по цвету? По цвету совпадали. Мгм. И потом начинаю соединять их. Мгм. Ну, Потому чтобы они что гармонировали. Да, гармонировали. как-то? А шерсть должен быть вверх. Мгм. То есть к внешнему краю от центра. Ага. А вот эти вот, ну, как бы, это же не лапа оленя, это что за вот, ну, А. часть? Вот из эти оленей шкуры? лапы, от лапы тоже. Хомус. Тоже от лапы. Ага. М. Сбоку. Нижняя часть, да? Нижняя. Или по бокам? Ага. По бокам, которые бывают у нас. Ага. Нижняя часть, Ага. оленей лапки, да? Оленьи лапки, ага. Мгм. Вот, и тоже используется, и вы тоже ее собираете, как бы, вот, ну, Да, собираем кусочки и все. соединяем. То есть ничего вы не выбрасываете? Не выбрасываем. Вот как, допустим, ну, допустим, из ткани шьют же что-то, огрызки какие-то бывают, ну, остатки от материала, их же просто выкидывают, да, небольшие. У вас как? А у нас наоборот, мы собираем их кусочками лапы, шкуры и начинаем шить кумалами. То есть, я думаю, у вас, наверное, очень много материала, да? Да По у нас, разным ага. собраны, так сказать, все там. Всё есть, ага. Здесь помельче кусочки собраны, вот в этой сумке. Там, Ага, допустим, там покрупнее. побольше бывает, когда от лапы верхние остаются, у нас вон ты шьем верхние лапы, вот мы остаток шьем кумалами. Иголки мы покупаем, как обычно. Иголки покупаете, Да. а сейчас вот, ну, какой вы скажете, вот, самые такой подходящие иголки, ну, импортного производства или какого, для того, чтобы вот шить? Да мы сейчас кумаланы? покупаем российские. Российские, они А, самые прочные? да, крепкие, прочные они. Ага. да? Когда вот вы приступаете к выкройке, вот эта вот шкура, она должна быть какой, как вы ее выделываете? Скоблим, потом замочим, а потом начинаем, чтобы она была это мягкая, мнем, чтобы она, ага. Долго надо, пока она не высохнет. Мягко. Да. То есть нужно обязательно мять вот эту лапку, да, ага, шкуру, ага. до того момента, как она не совсем высохла после того, как вы сняли вот слой Мездру, жира, да? мездру снимаем, Мездру потом сняли. замочили, ага. Через 2 часа начинаем мять. А чем вы замачиваете, ну, чтобы увлажняете, чем вот кожу? Чаем? Наши родители делали оленьи мозги, варили, потом и замачиваем их. То есть, получается, как бы вы их немножко квасили, получается, Да, в ага. оленьих мозгах, да? Ага. А вот современные венки как делают? Современные венки, они по-разному сейчас. В основном мы это как наши родители делали, оленьи мозги чуть немножко кипятим и мочим. Ну, это получается такой процесс очень, ну, скажем, сложный в плане того, что ведь мозги-то тоже надо собрать. Да, ага. Где вы их храните? Замораживаете? Замораживаем в холодильнике. Ну, то есть современные венки вот пользуются вот таким вот образом. На шитье коврика сколько уходит времени вообще от А до Я? Маленький можно через 2 дня зашить. Но это уже Если готовый материал. готовый, если да, есть. материал. А вот начиная от того, как вы вот принесли вам лапы, сырые, вы их еще должны высушить, да? Сушка у нас и обходится 2 дня. Выделка 1 день. И потом начинаем шить. Нет, ну вы же потом должны еще на сутки Да. или как? Насколько вы вот этими мозгами оленями обрабатываете? Ага. На 3 часа, на 2. На 3 часа только на 2. То есть это скорый такой Да, вот скорая. способ. Ага. Мгм. А потом приступаете уже к... Выделок. Уже мнете, да? Мнем, ага, Мнете. пока. И мнете сколько? Ну, где-то 2 часа, можно 3 часа, пока она не Мять, высохнет. да? Да, мять надо, пока она не То есть высохнет. получается очень сильно. Как Да, бы. да, А ага. мнете руками или какие-то есть сейчас уже приспособления, может Нет, быть? мы руками. Руками, В всё основном руками. все руками делаем. Потом в конце, когда вы прошиваете вот эту всю часть, вы там узелок делаете или несколько раз прошиваете? Я узелок делаю, и все, она крепкой будет. Да. А так вообще машиной не пробовали на машинке Нет, швейной? нет. Прошивать? Нет. Есть такие машинки, может быть, скорняжные какие-то? Или...
Да мы привыкли сами все шить. Поэтому, Да. когда ты сам Все шьешь... ручное у Да, нас. хорошо. Антонина Артемовна, о чем вы думаете, когда шьете? Ну, я думаю, чтобы она мне хорошо получилась. Сериалы не смотрите? Нет, никогда. Так, вы, в общем, вся погружена в свои думы, да? Ну, о чем думаете? Какие узоры сделать. Ну, и наверняка, чтобы... Бывает так, что вот, когда вы, допустим, о чем-то думаете таком, ну, когда вас одолевает забота и так далее, бывает так, что не получается вот кумалан? Ну, иногда бывает такое, не получается. Ага. Я положу, немножко похожу, потом опять начинаю шить. Продолжать. И как-то уже Легче настроиться. настраиваться. То есть самое главное, вот когда приступаешь к шитью, все-таки Чтобы настройство было. настроиться Да. и как-то с хорошими такими мыслями, Да, да, Потому ага. что ведь вы же говорите, вот этот кумалан, он у вас будет Ну. предназначен, адресован детям, да, Детям, вашим ага, внукам. ага. А сколько у вас внуков, сколько детей? Расскажите про себя. У меня детей 2. Сын и дочка. Дочки 2 внучки, а сын и дочка и дочка и сын. вас Внуки, 4 внука. 4 внуков. Ага. Самому старшему сколько? Самый старший у меня внучке 11 лет, а среднему внуку 5 лет, А младший? а младшенький 3 и годик. А вот девочки у вас же есть внучки, вы их учите шить? Ну, они подходят, да, спрашивают, какие национальные костюмы каждый раз участвуют. То есть у вас, когда праздник, наверняка вы всей семьей сидите и шьете с шьем, девочками, да? ага. Дочка бисер делает, внучка тоже там помогает. То есть вы бисер собираете, да? У вас очень красивый наряд, красивое платье. А как вы узоры выбираете? Чем руководствуетесь? Какие цвета используете? Да. Цвета в основном эти желтые у нас, солнце, красные, зеленые, яркие. А кем вы работали? Ну, я работала в мехцехе, там научила, мама моя научила, в тайге работала я 2 года после 8 класса. Там научила мама мне шить унты, шапки. Потом я приехала в поселке продолжила работать в мехцехе. А мы там тоже шили унты, кумаланы, ботинки. Так и научилась шить. Сейчас в основном тоже шью своим детям, внукам. Везде мы участвуем в конкурсах. То есть вы со своими выставками показываете, да? И выставки тоже я езжу. Вы хотите, чтобы ваши внуки продолжали это дело? Да, хочется, чтобы внучки научились шить национальные костюмы, чтобы они продолжили и стали традиции. Ага. Чтобы не забывали. Вот таким вот образом ивенки современные изготавливают свои коврики, свои кумаланы для своих родных, для близких, может быть, где-то на продажу, ну а где-то для в качестве подарка, да, своим друзьям. Будете покрывать чем-то вот здесь? Ткани будем покрывать. Так вот. То есть вот смотрите, вот здесь вот покрыто, ну, тканью, да, обычной. То есть вот это все аккуратно вы закрываете, да, внешнюю сторону. Вот. Ага, прошивается, ну, чтобы, во-первых, это и не пачкалось, да, и послужило больше и дольше. Наши раньше родители вообще ничем не делали, вот так. Вот наши. Так и шили у нас. Ручная работа. То есть вот это вот старинный кумалан, старинный. Получается? Она, наверное, 30 лет уже. Ну, уже можно сказать, что старинный, да. Ну что, дорогие друзья, вот сейчас с помощью нашей замечательной мастерицы мы окунулись в мир творчества, в мир рукоделия ивенкийской женщины. Огромное спасибо, Антонина Артемовна, большое огромное спасибо, что вы приняли участие в нашей программе и познакомили наших зрителей с древним искусством, ремеслом ивенков Южной Якутии. Ну, друзья, будем пробовать. Копите лапки. И начинаем шить. И начинайте шить кумаланы. Да.